боже мой, я делала эти супер ногти 3 часа, просто 3 часа. Девушки, я не понимаю, как вы делаете себе ногти. Или, может быть, вы ходите к профессионалам, и они делают вам ногти 3 часа. В общем, это самая большая, наверное, загадка, которую я никогда не смогу отгадать. Это как девушки успевают следить за собой и при этом успевать еще это кому-то показывать. Потому что пока я сделала ногти, подготовилась к этому видео, все пооблетало. В общем, я могу насладиться хотя бы 10 минут тем, что я что-то сделала. Привет! Сегодня я хочу вам рассказать мою читательскую историю. Что это значит? Мне в последнее время, ну как, в принципе, последние пару лет пишут, что Оля, ты раньше читала интересные книжки, а сейчас какие-то странные книжки. Или наоборот, Оля, вот классно, ты сейчас читаешь какие-то клевые книжки, а раньше был просто какой-то отстой. И вот я хотела бы не то чтобы оправдаться или объясниться, но, наверное, рассказать, почему так происходит, как менялся мой литературный вкус, что я люблю читать сейчас. Поехали! Я думаю, начинать надо с самого начала, поэтому я начну свое начало с самого начала, с детства. Мне дома никогда не говорили, что читать, мне никогда не говорили, что вот эта литература хорошая, а вот эта плохая. И мне кажется, вот это читательское воспитание в этом плане очень на меня хорошо повлияло, и я отношусь ко всем книгам одинаково. Это немножко похоже, да, на расизм, когда тебя растят в семье, где все ненавидят какую-то другую расу, и ты тоже начинаешь ее ненавидеть. И вот точно так же с книгами я считаю, что вот я, слава богу, свободна от книжного расизма и воспринимаю хорошо абсолютно все книжки. Да, какие-то я не читаю, но тем не менее я прекрасно понимаю абсолютно всех людей, которые любят тот или иной жанр. Все начиналось, конечно же, с детских книг, больше, наверное, русских авторов я читала. Потом, когда мне уже дали какой-то выбор, какую-то свободу выбора, я стала просить что-нибудь классическое, и мне родители всегда покупали. Причем я всегда доверяла своим родителям в этом плане, они мне приносили из книжного абсолютно любую книгу, и я с большим удовольствием ее читала. В этом плане, я думаю, на меня это тоже очень сильно повлияло, потому что я редко задумываюсь, когда покупаю книгу, а вдруг она мне не понравится. То есть я никогда не нагнетаю вот эти мысли. Я любую книгу беру с удовольствием и любую книгу читаю тоже с удовольствием. Помню, как однажды мне домой папа принес Гарри Поттера. Это было такое большое событие для меня, потому что когда я прочитала первую часть, меня все аж трясло. Вторая часть к тому времени еще не вышла, то есть это был далекий 99-й, что ли, год, ну, в общем, какой-то лохматый год. И я была так просто взбудоражена этой книгой, что когда вышла вторая часть, мы всей семьей первый день продаж поехали в Зеленоград, я как сейчас это помню. И там был книжный магазин, где мы стояли в очереди за этим Гарри Поттером. В общем, для меня это большое воспоминание, и я очень благодарна за то, что такие моменты книжные необычные в моей жизни были, их было много. Когда я смогла уже сама себе книжки покупать на карманные деньги, это было в 5 классе, мне мама давала, как сейчас помню, я с ней договорилась, очень долго упрашивала, и мы сошлись на 50 рублях в неделю. Это должно было покрывать все мои расходы, там, я не знаю, жвачка, обед в столовой, абсолютно все. Тогда это, конечно, были деньги немножко побольше, чем сейчас, если сравнивать времена, но тем не менее, на 50 рублей было особо не разгуляться, и тем не менее я умудрялась все это откладывать, и когда у меня там, я не знаю, накопилось рублей 200, я брала их и шла в книжный магазин, выбирала себе книжку на свой вкус. Я ездила очень далеко в школу, одна, в 5 классе, и у меня дорога занимала, наверное, часа полтора. И на середине как раз пути моего до школы был книжный магазин «Московский дом книги». Тогда это был самый, наверное, самая популярная сеть в Москве. И я практически каждый день выходила на этой остановке и шла посмотреть на книжечки. Самая, наверное, бесполезная покупка, от которой я хочу рассказать в этом магазине, это, наверное, был самоучитель по немецкому. Я осилила страниц 20, и все, больше меня не хватило, я выучила пару слов и теперь ими хвастаюсь. Именно тогда, в тот период, когда я сама начала покупать книги, я все больше стала присматриваться к детскому и подростковому фэнтези. Это, наверное, не то, что мы сейчас подразумеваем под подростковым фэнтези, потому что сейчас это все больше young adult, и жанры путаются, понятия путаются, и многие люди уже не различают эти два жанра. Тем не менее, это разные жанры, хотя это отдельная тема. Я вот именно любила вот это детское фэнтези в стиле Пулмана. Я обожала серию, которая была посвящена Редволу. Я знаю, вы все знаете, кто-то читал «Котов-воителей», вот, например, как Оля-близняшка. Я собирала Редвола, и у меня до сих пор не хватает одной книжки, что очень-очень жалко. Я приходила домой, садилась и могла, наверное, за пару часов прочитать всю книгу от начала до конца, просто
в один присест. Потом начался тот период, когда мне стала очень интересна классика. Я попробовала, наверное, всех таких программных классиков и, наверное, таких, я хотела сказать, классических классиков, то есть самых классических классиков. Я все вот эти пеночки, сливочки я сняла с молока и попыталась понять, нравится мне это или нет, и довольно-таки долго я читала исключительно классические произведения. Я выписывала себе вот эту серию из газеты «Комсомольская правда» с шикарной бумагой, с шикарными... Просто она была вся шикарная, хотя шрифт, наверное, на мой взгляд, был мелковат, читались они не очень быстро, эти книжки, но мне очень нравилось, и я прочитала там очень-очень много, и благодарна за этот опыт, потому что я поимела, так скажем, огромнейшее представление обо всем, что осталось в нашей литературной истории. Я до сих пор люблю читать классическую литературу, но я ее читаю в тех же пропорциях, что я читаю, допустим, тоже подростковое фэнтези, которое я читала, когда была в 5 классе, то есть я стараюсь всего читать понемножку. Дальше у меня наступил период, наверное, это был просто гормональный взрыв. Я не знаю, чем это объясняется у подростков, я не знаю. И я начала читать книжечки исключительно подростковые. Все началось с тех самых банальных «Сумерек». Я пришла в книжный магазин, и в один прекрасный день я решила пойти не в секцию детской литературы и не в секцию какую классической литературы, а именно в секцию современной. Потому что до этого, вот серьезно, это было такое предубеждение, над которым я до сих пор и по сей день смеюсь. Я думала, что современная литература — это сплошной шлак, что там нет ничего ни интересного, ни полезного. И, в общем, что это мусор. И я смотрю на людей, которые сейчас придерживаются такого мнения, но при этом в таком же достаточно солидном, так скажем, возрасте, то есть 20+, 18+, и люди просто не понимают, что мир, он гораздо больше, чем то, где они живут, то, что они видят. И вот именно этот опыт, он тоже мне очень многое дал, когда я начала читать именно легкую, современную литературу. И все началось, наверное, больше с развлекательной литературы, с тех самых «Сумерек». Потом я начала читать, в то время была очень популярна вот эта серия, как раз где выходили эти «Сумерки», вышли «Голодные игры», я их прочитала, наверное, самое первое просто. Я приходила в магазин и брала первую попавшуюся книгу, потому что я не разбиралась в этой современной развлекательной литературе, и я не знала, к кому обратиться за советом. Интернетом я тогда практически не пользовалась или пользовалась мало, и о книжных каких-то сайтах или о том, чтобы спросить кого-то книжного совета, тогда речи не шло просто. Поэтому я приходила, брала книгу наугад, и практически всегда мне везло, попадалось что-то интересненькое. И это тоже такой опыт, который пластом наслаивался на весь мой читательский опыт. И я, наверное, не покривлю душой, если признаюсь, что действительно считаю, что из-за того, что в моей жизни было так много периодов, когда я читала совершенно разную литературу, я могу как-то, не то чтобы адекватнее, но я могу обширнее взглянуть на все, что есть, и как-то это оценить. Потому что когда ты читаешь только, я не знаю, боевую фантастику, и ты каждый день ее читаешь, тебе не с чем сравнить. В этом плане у меня был просто очень большой жанровый опыт, и мне кажется, это именно то, что позволяет людям доверять мне, как человеку читающему, в том, что почитать им. И я очень благодарна за такое доверие, я его, конечно же, очень ценю. Мы перемещаемся к следующему этапу. Мой следующий этап был посвящен, я бы назвала это немножко трэшовой литературе, в том плане, что это были всякие жестокости, странные книжки. Я читала очень много скандинавов в это время, всякие триллеры, детективы. Детективы я, в принципе, всегда понемножку читала. Очень много я читала Кафки, то есть все то, что просто взрывает мозг. Именно в этот период времени, когда мне было лет 17, я полюбила Мартина Эмиса, я полюбила всех вот этих странных авторов, которые в современной литературе вызывают очень неоднозначные впечатления. Затем наступил период моего совершеннолетия, я уже не так сильно горела вот этой странной литературе, где ничего не понятно, где происходят какие-нибудь, я не знаю, жестокости, то есть это не обязательно именно было 18+, но вот что-то такое мерзкое, немножко противненькое. Я очень любила в этот период своего времени «Осиную фабрику» Бэнкса, и вообще Бэнксом бредила. Что касается того, когда мне исполнилось 18 лет, я очень резко переключилась на психологическую литературу. Я читала все эти классические, так скажем, произведения, которые относятся именно к жанру нон-фикшенов в плане в уровне психологии. Я читала все по языкам жестов, обожала все эти вещи. Причем мне очень повезло в том плане, что у меня дома
была хоть небольшая семейная библиотека, но там в основном было как раз то, что мне нравилось в этот период, поэтому я с большим удовольствием все это читала, и вот это увлечение продолжалось у меня довольно долго. Наверное, в этот период времени я стала меньше читать именно книг и стала больше времени посвящать изучению вопросов психологии. И это мне так помогло в жизни, вы даже не представляете, мне кажется, все, что я сейчас имею, все, чего я достигла и благодаря этим знаниям тоже. Я в этот период времени очень много читала журналов по психологии, то есть это не обязательно были книги, я могла смотреть документальное кино, я пересмотрела все BBC-шные фильмы на эту тему, мне нравились и художественные фильмы, которые какие-то проблемы внутренние выковыривали. Мне очень нравились фильмы про аутизм, то есть вот это все, и я этой темой просто болела. Потом наступил тот период, когда я начала снимать видео, и я думаю, этот период очень наглядно показывает, как он был переходный. Это был тот период, когда я уже вроде бы насытилась информацией о психологии, но в то же время не могла полностью вернуться к современной литературе. Меня иногда тянуло и на классику, меня иногда тянуло на детскую литературу. И, наверное, то, что происходило последние годы на моем канале, очень хорошо показывает то, как я металась и не могла определиться, чего же именно мне хочется больше всего на свете, что же именно я хочу читать и читателем чего хочу быть. Поэтому, вы видите, у меня все-таки были такие подпериоды, я бы сказала, в последние эти несколько лет. Был период, когда я опять возвращалась сугубо к современной литературе, был период, когда я читала много классических девичьих произведений, там были и Гаскел, и Остин, тоже такой период тоже был. Потом был период, когда я читала довольно много янг-адалтовской литературы. Сказать по правде, последние, наверное, полгода я читала Young Adult только по двум причинам. То есть это было либо у нас к испытанию YA, которую мы книгу приурочивали, либо, я не знаю даже, либо это, наверное, была какая-то книга, которая поначалу меня заинтересовывала сюжетом. И даже, вот честно, я не знаю, в чем были причины, по которым я за них бралась, но, наверное, это были не первые книги, которые мне хотелось брать. Но, тем не менее, вот до этого, где-то полгода назад, был такой период, когда мне действительно доставляло удовольствие читать подобного рода книги. Сейчас я уже не знаю, когда в следующий раз возьмусь за янг-адалтовское произведение. Наверное, это будет что-нибудь из новиночек, или, например, когда мне будет очень плохо, грустно и одиноко. Ну, в общем, вы видите, насколько часто, сильно, просто кардинально меняются мои вкусы. Когда я впервые сказала на видео, что я плакала во время чтения нонфикшена, я не кривила душой абсолютно. Сейчас это то, что мне доставляет наибольшее удовольствие, что мне очень нравится читать. Я буду продолжать это делать. Я ощущаю себя по-настоящему счастливой, когда ко мне в руки попадает очередная нехудожественная книжка, и для меня это сейчас то направление, которое я хочу развивать на своем канале, и я хочу действительно пытаться эти книги переложить на свою жизнь и попытаться сделать ее еще лучше. Да, она прекрасна, но можно сделать еще лучше. Так что вернемся к тому, с чего начали. Что мне часто пишут о том, что Оля, ты читаешь какие-то не те книги, что раньше было лучше, что раньше было интересней. Все люди меняются, а такие люди, как я, меняются очень часто. Поэтому, если вы рассчитываете, что я буду каждый день показывать одни и те же книги, одних и тех же жанров, или что, допустим, завтра я опять не возьмусь за Young Adult, или опять не буду читать классику в огромных количествах, то вы ошибаетесь, вы очень сильно ошибаетесь. Я в этом плане очень непредсказуемая, сама не знаю, что будет завтра, и, наверное, именно это меня вдохновляет больше всего, что я не знаю, что я открою завтра. Я чувствую себя просто Колумбом, который плывет в Индию и по пути открывает много Америк. Вот такая была моя история. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что же вам нравится больше в литературе, какие жанры вы предпочитаете. Были ли у вас такие периоды, как у меня, когда вы читали только какой-то другой жанр, или наоборот, сейчас вы полностью переменили свое мнение о современной литературе или о классической. В качестве примера очень хочу сильно привести пример мою сестру. В качестве примера очень хочу привести мою сестру, которая тоже начинала читать с Гарри Поттера, которую я подсадила на чтение. Потом она начала читать Young Adult, подростковые книжки, фэнтези, все как у меня практически. И сейчас она в больших количествах читает Фицджеральда. Она сейчас читает, как ее зовут? Гиллиан Флинн. То есть это та книга, за которую бы она, я не знаю, 2 года назад точно бы не взялась. Ну и я всегда ваша. Пока. Время танчиков!